За суботу і нядзелю в обласці было зарэгістравана 7 дарожна-транспартных здарэнняў, у выніку якіх 2 чалавекі загінулі і 8 атрымалі траўмы рознай ступені цяжкасці. Адно з трагічных ДТЗ адбылося ў Каменецкім раёне, дзе вадзіцель не справіўся з кіраваннем. Ён загінуў на месцы, а яго 14-гадовы пасажыр атрымаў траўмы. И на улице Дубровская в городе Бресте в 4 часа утра произошло ДТП со смертельным исходом с участием пьяного водителя, в результате которого погиб 23-летний пешеход. Это просто недопустимо, чтобы за руль садился пьяный водитель. Яшчэ одно дарожна-транспартнае здарэнне адбылося ў Брэсце з удзелам 3-гадовага хлопчыка, які выбег на дарогу з-за припаркованного автомобиля. Если мы с вами проанализируем все дорожные аварии в летний период времени, особенно в городе Бресте, то основная причина их именно из-за внезапного появления на проезжей части дворовой территории детей. Найбольшая колькасць злачынстваў за мінулы тыдзень зафіксавана па лініі крымінальнага вышуку 94, што называецца па гарачых слядах, на працягу сутак раскрыта 57. 10 ліку здзейсненых раней. Затрымана 33 падазроных асобы. Да катэгорыі цяжкіх і асабліва цяжкіх адносяцца 4 злачынствы. Адно з іх у Баранаўскім раёне. За истекшие выходные на территории Брестской области, к сожалению, преобладало преступления, которые совершались на почве распития спиртных напитков. Это совершение кражи, это совершение тяжких телесных повреждений. Кроме этого, были задержаны в Барановичах местный житель, который подозревается в хранении и сбытии наркосодержащих растений. 2 пожары отбыліся ў гэтыя выходные. В деревне Пигановича Драгичинского района огонь распространился по хозяйственному строению, принадлежащему пенсионерке 1954 года рождения. В результате возгорания огнем уничтожена кровля строения, повреждено имущество. По предварительной информации, пожар произошел из-за грозового разряда. В городе Бресте на улице Новозадворской пожар произошел в деревянной бане, принадлежащей брестчанину 1951 года рождения. Огнем повреждено 10 квадратных метров кровли, пострадавших нет. Дапамога выратавальнікаў спатрэбілася і 24-гадоваму перасцейцу, які вырашыў скараціць шлях і пералезці праз плот. Мужчына павіс на яго металлічным штыры. При помощи аварийно-спасательного инструмента молодого человека сняли и доставили в учреждение здравоохранения. 40 тысяч евро, якія не былі задэклараваны, канфіскавалі мытнікі ў жыхара Расійскай Федэрацыі. Ён спрабаваў трапіць на тэрыторыю Еўросаюза праз пункт мытнага афармлення Варшаўскі мост. Брестская таможня напоминает, что при перемещении через таможенную границу наличных денежных средств в размере свыше $10 000 США вся сумма подлежит обязательному письменному декларированию.